Импровизированный военный полигон во дворе Сунжинского военкомата. Идеальная площадка для стрельбищ. Конечно, не настоящими пулями, а лазером. Лазертаг. Так называется командное задание, где огневое соприкосновение на поле развивает тактическое мышление, способствует укреплению физической формы, росту выносливости и координации движений. Нашивка с надписью на бронежилете Акрамана Мейриева, цитата «Мама сказала надеть», принадлежит участнику СВО из Ингушетии, личность которого до сих пор остается в тайне. Экипировка у Акрамана, как и у него. Подражая участнику военной спецоперации, молодой человек выражает свою солидарность. Автомат лазерный, бронежилет я с собой взял для удобства. И как поясная сумка, в случае, если надо будет что-то сбросить, там, достать, быстрый доступ, чтобы был. Снарядил себя полностью, экипировался. Готов к этим соревнованиям. А надпись? Сами это делали? Да, я увидел у одного военного, я его, как бы сказать, фанат, переменял к себе тоже. На соседней площадке участников встречает полоса препятствий, и им предстоит пробежать через шины. Далее, пригнувшись, пройти под сетку, добежать до флажка и бросить гранату. Задание на время. Сейчас же не самая лучшая погода. Шины скользкие, трава тоже скользкая, а у меня обувь неподходящая. Вот, а сетка далась легко в целом. Метание гранаты у меня хорошо получается. Все. А оказавшись в этом помещении, не знающий может подумать, что здесь собрались настоящие операторы беспилотных летательных аппаратов, задействованные в выполнении боевой задачи. Но и это часть командной игры, рассчитанная на получение практических навыков по эксплуатации БПЛА. Был опыт, и мне как бы хотелось повторить заново, попытаться. Опыт эксплуатации БПЛА? Да, был, но в какое-то время перестал им пользоваться и решил снова начать. Следующее задание – тактическая медицина, предназначенная для получения навыков оказания первой помощи себе и окружающим в экстремальных ситуациях. Но это в последнюю очередь, пока ребята должны справиться со всеми заданиями, поставленными инструкторами. Турпалхо – республиканские военно-тактические игры, организованные Комитетом по делам молодежи Ингушетии. В рамках этих мероприятий у нас пройдут 900 участников. Это наши ученики средних образовательных школ, а также колледжей. Ну и помимо них есть желающие студенты университета, даже сотрудники разных организаций, которые хотят сыграть. После того, как у нас участники пройдут, 900 участников, мы дадим возможность сыграть всем желающим. Военно-тактические игры Турпалхо, что в переводе на русский означает «герой», призваны действительно воспитать в молодых людях лидерские качества вкупе с патриотизмом и навыками защитника Родины. Игры продлятся до 13 декабря, информирует Комитет по делам молодежи. Здесь же на полигоне организуют полевую кухню, а победителям и участникам состязаний вручат сертификаты за участие в мероприятиях по повышению мотивации до призывной молодежи к службе в рядах вооруженных сил страны. Адам Межишков, Маутгири Ахильгов, Магаз 24.